Нурджамал Султангазиева несколько лет назад дала в долг крупную сумму денег своему знакомому. После того, как вернуть деньги не удалось, женщина обратилась за помощью к частному адвокату. Однако и юрист, взяв плату за свои услуги, не смог помочь женщине. Отчаявшись, Нурджамал Султангазиева пришла в Центр координации гарантированной государством юридической помощи. Здесь ее проконсультировали, а после дело было завершено в ее пользу. И увидела здесь, что есть бесплатная помощь, что не обязательно бегать и искать каких-то адвокатов, да, и обратилась к Чулпоне. И это в апреле было мое обращение. И после этого я, например, считаю, я выиграла этот суд. Я просто очень довольна. И не только я раньше обратилась, но вот сейчас я еще пришла. Теперь при любых юридических вопросах Нурджамал Султангазиева консультируется в ЦБ ЮП, которых по республике насчитывается 33. Их деятельность регулируется Центром по координации гарантированной государством юридической помощи. Сегодня у него открылся новый офис. В церемонии приняли участие сотрудники Министерства юстиции, госорганов и представители ПРООН, которые осуществляют финансовую поддержку Центра. В Центре по координации гарантированной государством юридической помощи каждый желающий также сможет получить первичные консультации. При необходимости здесь предоставляют и поддержку в процессе судопроизводства, оказывают судебную и процессуальную помощь. Говоря простым языком, мы обеспечиваем наших граждан, непосредственно адвокатов, в рамках уголовного, гражданского, административного судопроизводства. Вот с момента создания нашего центра и по сегодняшний день в рамках первичной юридической помощи, то есть консультационно-правовой помощи, мы оказали более чем 230 тысяч гражданам консультационную правовую помощь. 33 ЦБЮ по республике оснащены всем необходимым для оказания гражданам помощи. Консультации предоставляются согласно составленному графику квалифицированными юристами и адвокатами, входящими в систему ГГЮ. И помимо того, здесь создана АИС ГГЮ, то есть это автоматизированная информационная система будет определять адвокатов, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь. То есть исключается человеческий фактор, исключаются те факторы, которые для следователя они не назначали удобного адвоката. То есть автоматизированная система сам будет определять по графику адвокатов из реестра списка, составившим в СК ГГЮ. Открытие 17 центров бесплатной юридической помощи в Волжской и Чуйской области стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства юстиции и программы развития ООН в Кыргызстане в рамках проекта к устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР, финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии. Доступ к правосудию является для ПРООН одним из важных основополагающих принципов и программным направлением. Мы провели успешные переговоры с правительством Финляндии, которые тоже интересуются данным направлением, и они предоставили основные финансовые ресурсы. И вот с тех пор, с 2014 года, мы очень успешно работаем с Министерством юстиции. Мы вышли на этот уровень, что, видите, Центр по координации возник, вышли на уровень того, что вот новый офис открывается. Мы совместно с Центром по координации, значит, ГГЮП, мы открыли 17 центров по предоставлению бесплатной юридической помощи по всей стране. Вот в рамках этих 17 центров мы предоставляли оборудование, оргтехнику, проделывали ремонт для того, чтобы те граждане, которые не могут сами оплатить юридические услуги, могли получать услуги в очень хороших условиях. За время работы центров первичную юридическую помощь здесь получили 230 тысяч граждан, а уже вторичная помощь была оказана более 40 тысячам. 65% всех дел, за которые взяли ответственность адвокаты центра, были разрешены в пользу обратившихся.